Доброго времени суток, коллеги, друзья и партнеры! Сегодня я хотела бы с вами поделиться о том, какие стратегии, технологии, методы коррекционно-развивающей работы внедряют в работу специалисты отдела реабилитации и внедрения новых технологий Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования. Учителя-логопеды отдела реабилитации занимаются внедрением специальной программы коррекционно-развивающего обучения для детей с нарушением речи. Данная программа предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи, преимущественно с моторной алалией. У данной категории детей нарушения речи не связаны с нарушением слуха или с нарушением интеллекта. Данная программа направлена на развитие всех сторон речи у детей с разным уровнем речевого развития, а также она направлена на развитие общения и взаимодействия, поскольку это главные условия для речевой реабилитации. Программа представляет собой не отдельную технологию или методику, а общую стратегию и направление коррекционно-развивающей работы. Ребята, прозвенел звонок, началось занятие. На сегодняшнем занятии по основе грамоты мы будем с вами повторять букву «Б». В образовательном процессе в группе кратковременного пребывания мы активно используем информационно-коммуникативные технологии. Они позволяют провести занятие более увлекательным и интересным для ребенка. Предлагаемый материал очень яркий, красочный, соответствует возможностям и способностям детей. В рамках занятия обучения грамоте мы используем логопедический стол. Здесь есть задания, которые направлены на развитие фонематического слуха, определение места звукословия, дифференциации звуков. Также есть обучение чтению и развитию графомоторных навыков. Психологи нашего отдела при работе с детьми в подгрупповом и групповом формате с нарушением речи и нарушением интеллекта в других категориях применяют в своей работе метод сенсорно-интегративного подхода. Метод сенсорно-интегративного подхода разработан Джин Айрис в 70-х годах прошлого века и направлен на развитие сенсомоторного блока и высших психических процессов. Данный метод дает хорошие результаты при запуске речи, развитии речи и формировании высших психических процессов. Специалисты отдела внедряют принципы международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья при проведении командной оценки. Командная оценка, построенная на принципах МКФ, опирается на важные аспекты развития ребенка – активность и участие в естественных жизненных ситуациях семьи. Междисциплинарная командная оценка на основе МКФ строится согласно запросов родителей. Одна из целей – это разработка программы помощи семье. Другим немаловажным фактором является подбор технических средств реабилитации как одно из специальных условий в коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В своей работе мы используем принцип группового формата с детками раннего возраста. Групповая работа с детьми раннего возраста предполагается, это педагогический формат работы, где находятся дети с схожими нарушениями в развитии, где также реализуется семейно-центрированный подход и идет активное вовлечение родителей в процессе работы. Целью данных групп является развитие когнитивных, коммуникативных, а также социальных функций ребенка. В передаче мы с вами познакомились с некоторыми стратегиями, тактиками, приемами коррекционно-развивающей работы. Данные стратегии, они дают положительные результаты в развитии детей и их состояний, а также способствуют улучшению качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Более подробнее познакомиться с данными стратегиями, методами коррекционно-развивающей работы мы сможем в последующих наших передачах, а также на курсах повышения квалификации педагогических работников, проводимых нашим центром.